Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем суровые методы воспитания двухлетней девочки в детском саду в Камских Полянах. Смотри, что. Воспитатель не меньше 5 раз ударила ее по лицу. Расскажем, как на улице Ботаническая в Казани сбили ребенка и трагедию в Нижнекамске. Именно выбежал не пешком, а то кто-то говорил, она вроде нормально шла. Рано утром под колесами автобуса погибла женщина. А также 3 суток ареста за темные стекла. Это и не только прямо сейчас. Уголовное дело возбуждено по факту нанесения ударов воспитателям детского сада в Камских Полянах по лицу двухлетней девочки. Жестокий воспитательный процесс проходил накануне на веранде учреждения во время дневной прогулки. От посторонних взглядов происходившее заслоняли кирпичные стены. Но через небольшой проем между стеной и крышей все было видно из окон соседнего дома. Именно оттуда все сняли на телефон, после чего дело приобрело большую огласку. Смотри, что. Как минимум 5 ударов по губам. Все произошло во время дневной прогулки. Действия разъяренного воспитателя видят только случайные свидетели и снимают на камеру мобильного телефона. Больше женщину никто не видит. Двухлетняя девочка при этом истошно кричит. Я ее вернула. Да, ее бить надо. И главное, офигеть, даже лицо, блин. Ты понимаешь, лицо зажала. За лицо схватила ей. Она ее еще побила по лицу, еще зажал, чтобы она не орала. Ну, девочка бедная. Видео тут же попало в социальные сети. Мама девочки увидела его случайно, когда была на работе, и тут же побежала в садик. Ребенок был в подавленном состоянии и при виде нее начал плакать. Такого со стороны воспитательницы мать не ожидала. Она утверждала, что так вытирала ребенку сопли. Я не ожидала, именно от нее я не ожидала этого. Я ее не первый год знаю. Не знаю, я не понимаю, честно, как это произошло вообще. Я в ужасе, в шоке просто. В шоке находятся и коллеги. Наталья Терехина в паре с воспитателем, избившим девочку, работала 28 лет. Дети из их группы, говорит, были самые сильные в плане подготовки к школе. Ее напарница – педагог от Бога, рассказывает работница садика. Одна секунда и перевернула жизнь хорошего педагога. К ней дети тянулись, родители. Вы знаете, как в этом году к нам просились родители? Мест нет. Должно быть 15 детей в группе. У нас 17. Она вообще, как сказать, педагог всего детского сада. Вот никто, все подтвердят. Во-первых, она и культ массовый, она и сама стихи пишет. На каждом празднике она палочка-зажигалочка. Объяснить свое поведение воспитательница не смогла никому. За всю историю дошкольное учреждение ни разу не мелькало в скандальных хрониках. Женщина написала заявление на увольнение и сегодня на работу не пришла. Не привели в садик и девочку. Сейчас малышка будет работать с психологом. Менять детский сад из-за случившегося мама ребенка не собирается. Такое поведение педагога недопустимо и не имеет никакого оправдания. С воспитателем мы провели беседу. Она очень сильно раскаивается. Приносит огромные извинения перед родителями, перед ребенком. Видимо, пришло время педагогического выгорания. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в одном из детских садов поселка Камские Поляны во время прогулки воспитательница нанесла несколько ударов руками двухлетней девочке. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Статья предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет. Вероника Гайнудинова, Вера Муратова, Булат Абдульманов. Вызов 112. 49-летний водитель Volkswagen Polo сбил 12-летнего мальчика, который вышел из школы и перебегал дорогу на улице Ботаническая в неположенном месте. Он был один, без родителей, но после случившегося на место тут же прибежала мама ребенка и вместе с ним поехала в больницу. Чтобы это потом для меня права не решить, она также сказала.
Мамы, у него мама. Он сбил 12-летнего мальчика в 15 часов 15 минут, но сразу на место автоинспекторов не вызвали. Как только на место прибежала мать ребенка, они поехали в больницу. Оформлять происшествие стали только в 10 часов вечера. Они вызывали это на ГАИ. Сейчас они, чтобы это для меня, это не решить этого права. Водитель рассказывает, он выезжал с территории двора одного из домов на улице Ботаническая на дорогу. Убедился, что помех нет и сам никому не мешает, и тронулся с места. О том, что вышедший из школы ребенок побежит через дорогу, не предполагал. Я думаю, отпускать этого, все машины отпускать, я тоже думаю, это чистая дорога. Они тоже чисто думают, они бегают, чтобы это. Удар, говорит водитель, был не сильный, скорость набрать не успел. Они упали, я заберем это на РКБ. Сейчас уже нормально все. Даже это кожа не дергает. Все нормально это. Сейчас дома они сидят. После осмотра и оказания помощи мальчика отпустили из больницы. Его мама связалась с водителем и предложила официально оформить наезд, чтобы у мужчины в дальнейшем не было возможных проблем. Степень вины будут устанавливать дознаватели. Мужчине, вероятно, грозит штраф, а родителям ребенка предстоит объяснить инспекторам по делам несовершеннолетних, почему их сын не соблюдает правила дорожного движения. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. Toyota Corolla потеряла способность передвигаться после столкновения с Нивой на проспекте Камалеева. Участники аварии рассказали, что на дороге на правой полосе стоял грузовой автомобиль ремонтной бригады. Рабочие что-то делали с троллейбусными проводами. В это время перед внедорожником резко перестроился какой-то автомобиль. Водитель внедорожника смог остановиться и избежать столкновения, а вот для водителя иномарки столь резкое торможение было совершенно неожиданным, и он врезался в нее сзади. Как итог, у Нивы помят металлический бампер, у Тойоты основательно разбит капот, машина больше не на ходу. Участники аварии остались на месте в ожидании сотрудников автоинспекции. 52-летняя женщина погибла под колесами автобуса сегодня утром в Нижнекамске. В 6 часов 45 минут она переходила дорогу на улице Корабельная по пешеходному переходу. На какой свет, сейчас предстоит выяснить следователям. Водитель вахты утверждал, что он ехал хоть и на мигающий, но зеленый, и человека на дороге не должно было быть. Подробности у Ивана Сарафанова. Только звук удара, да? Только звук удара услышали. Иначе не скорость. По словам продавцов магазина, они услышали что-то похожее на сильный хлопок. Выглянув за дверь, сотрудницы увидели, что произошла трагедия. Автобус сбил женщину. Скорую вызвали тут же, но помощь медиков не потребовалась. Пешеход скончался на месте. Погибшей было 52 года. Водителю вахтового автобуса 58. Произошедшее для него шок. Именно выбежал не пешком, а то кто-то говорил, она вроде нормально шла. Нормально шла, она остановилась бы. Тогда она выбежала, я уж... А вы в тот момент, получается, от остановки отъезжали? Или по прямой ехали? Я ехал, а здесь машина стояла вот здесь. Не знаю, выгружала, в магазин ходил. Я уже объезжал его уже, считай. Объехал, а здесь уже как раз перед машиной. По словам водителя, ехал он на моргающий зеленый знак светофора. Скорость была примерно 40-45 км в час. Все это будут проверять сотрудники ГИБДД, в связи с чем сотрудники автоинспекции просят помощи очевидцев наезда. Просим откликнуться очевидцев. Может, у кого-то регистратор работал в это время, кто-то видел, просто на работу торопился. В связи с этим не смогли остаться на месте. Просим, чтобы помогли, откликнулись на нашу просьбу разобраться уже в дорожно-транспортном происшествии. В отношении водителя, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, и уже следователи будут устанавливать степень вины и его, и погибшей женщины. Иван Сарафанов, Александр Халин и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Из салона наглухо тонированной «Лады» 20-летняя девушка отправилась за решетку. В Челнах автоинспекторы остановили машину с сильно затемненными стеклами. То, что тонировка превышает все возможные нормы, было видно даже невооруженным глазом. Тут же выяснилось, что за это нарушение девушку уже останавливали, штрафовали и предписывали снять пленку со стекол. В этот раз на игнорирование законного требования сотрудника полиции автолюбительницу доставили в суд, который назначил ей 3 суток административного ареста. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Лия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.